Выйдя на эту поляну, вспомнилась удивительная давнишняя история. Начало 80-х годов, были летние каникулы, я тогда, помню, пришел 4-5 класс, и введена была засуха, жесткая засуха, мне где-то месяца полтора. Все было здорово для детей, пока реки не высохли. И помню, как старики дома все обсуждали эту засуху. Нет, не роптали, а именно обсуждали, что страдают не только люди, но и все создания под землей, которых мы не видим. И в конец село собралось на этой поляне. Тогда не было, скажем, мечетей, вокруг которых сейчас собираются, чтобы решать определенные общественные или религиозные моменты, вопросы, которые созревают в жизни нашей. И люди просили Всевышнего, сделал жертвоприношение, чтобы он не спаслал дождь. Представляете, введено в горном районе Чечни, где преимущественно всегда осадки, где ночью обычно идут дожди, а с утра бывало солнце, как ни в чем не бывало. И я помню, здесь масса народа было, много-много вот скотины привязанной. Мы смотрели, дети, на это все, как режут их, где-то помогали, проявляли участие. И когда началась главная церемония, когда все старики по очереди возносили и руки, и голову вверх поднимали, настолько искренне молились, все село повторяло аминь и просили дождь. И помню эту формулу, которую нам учили: простить нам грехи, если это наказание, и дать возможность дойти достойно, если это испытание. И дать дождь для всех, кто нуждается в нем. И теперь, валлай, кто-то скажет, что это мистика, кто-то скажет, что это случайность. Это даже не чудо. И дождь ливанул, именно ливанул. Вот те, которые сейчас помнят вот этот рассказ, те, которые были здесь, мои ровесники, в любом случае, это все вспомнят. И что странное, самое странное, что никого это не удивляло. Все радовались. Вот эти кульки с мясом, которые распределялись для неимущих, малоимущих, больных, там, бедных и так далее, уже все разносилось под этим дождем. И я помню лица, вот эти сакрально чистые лица вот этих стариков. Теперь я понимаю, что по их вековым морщинам, по их щекам, по их бородам, побелевшим от, я не знаю, вот от тяжелой жизни, теперь я понимаю, они были не столь стары. Текли не только капли дождя, это были капли слез благодарения, которые они проливали в благодарность Всевышнему за то, что внял их мольбам. Но, валлай, не было удивления. Никто не сомневался, что это будет. Иначе народ сюда не собрался бы, согласно исламским канонам, делать жертвоприношения. А мы, дети, вообще не сомневались. Мы просто смотрели вверх, вот когда пойдет дождь. И когда нет сомнений, когда есть искренность мольбы, Всевышний отвечает. Вот почему для верующего человека это естественно, а не чудо. Потому что ты должен верить, что Создатель тебя не просто отпустил эту землю, что у тебя всегда с ними есть связь. Стоит подумать, если искренне ты молишься, он внимает твоим просьбам. Искренность, вот она, сила. И сегодня каждый из нас столь трудное время на этой земле, когда в Палестине и в других местах буквально страдают невинные люди из-за каких-то имперско-сатанинских политических идей. И когда Палестина стала ореолом несправедливости, неволи, человека ненавистничества на государственном уровне, мы должны искренне молиться, так как молились, когда нас здесь бомбили, когда нам было тяжело, когда мы на кладбищах хоронили, погибали, когда на похоронах одних мы теряли близких других. Вспомнить эти дни и настолько искренне молиться. И эти слезы благодарения, искренности отведет любую беду, любую напасть. И то, что нам сегодня кажется слабым в лице маленькой Палестины, Аллахом клянусь, со временем станет сильнее, ибо нам, лаалам, не ясен, что Божий замысел, но мы знаем, что сатана, да будет он проклят, и все его приспешники, падет. И счастлив тот, кто узрит этот день явления пророка Исаии, алейхиссалям.